Исән месез, кадерле дуслар! Добрый вечер, дорогие зрители канала Атом. В сегодняшнем выпуске мы познакомим вас с интересными и важными событиями этой недели. 29 января в Татарском культурном центре состоялась презентация документального фильма «Закат под липами» и книги «Тени Касимовского ханства» талантливых друзей и соратников автономии татар Москвы, режиссера, сценариста, поэта Рената Абянова и историка, знатока и ценителя наследия татарского народа Марата Сафарова. Участники встречи узнали о том, какую роль сыграло Касимовское ханство в восточной политике российского государства и как живут сейчас татарские деревни региона с их исчезающей самобытной культурой и уникальной историей. 4 февраля познакомиться с авторами книги смогли и жители Казани на презентации в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Полномочное представительство Республики Татарстан посетили руководитель Татарского спортивного союза Марат Капкаев и боец смешанных единоборств Ренат Фахретдинов. Встретился со спортсменами и поздравил с высокими достижениями заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахмедшин. Напомним, что Ренат Фахретдинов вошел в историю как первый татарский боец ведущей мировой лиги смешанных единоборств UFC. Но не только спорт, по словам Рената и Марата, наполняет их жизнь. Они также с большим удовольствием участвуют в культурной жизни автономии татар Москвы и недавно посетили Татарский культурный центр. О том, кто вдохновляет наших гостей, как сила духа влияет на победу и достижение целей, и почему спорт влияет на развитие татарской нации, вы узнаете на нашем канале в эксклюзивном интервью спортсменов для программы «Урняк Алу». Ссылка в описании к видео. Проект АИФ и программа «Урняк Алу» – это серия интервью с интересными людьми, участие в котором принимают юные активисты автономии татар Москвы Амир и Ильяс. В Краснодарском крае состоялось уникальное спортивное мероприятие по поясной борьбе крэш с участием особых детей. У большинства из них детский церебральный паралич, но это никак не помешало ребятам под чутким руководством родителей, преподавателей, педагогов-психологов и специалистов по реабилитации в игровой форме показать полученные навыки и приемы борьбы. Спортивный задор и желание проявить себя захватили детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. В подобных спортивных мероприятиях проигравших быть не может. Все участники были награждены грамотами и ценными призами. Представители татарского и башкирского бизнес-сообщества и некоммерческих организаций обсудили перспективы сотрудничества. В полномочном представительстве Республики Башкортостан состоялась встреча участников татарского делового клуба «Акбарс» с бизнес-шерифом города Нефтекамска. Гости обсудили инвестиционные возможности региона и обменялись мнениями по актуальным вопросам. Председатель автономии татар Москвы Фарид Фарисов обратил внимание на важность такого диалога и отметил, что полпредство Республики Башкортостан – постоянный и надежный партнер московского Сабантуя. Напомним, что в этом году праздник в столице традиционно состоится в июле на территории музея-заповедника Коломенское. В хоккейную сборную России включены 8 татар. Штаб хоккейной сборной команды России определил состав на третий этап Евротура – шведские хоккейные игры. В сборную России включены 8 татарских хоккеистов. Среди них нападающие Артем Галимов – Акбарс, Дамир Жафяров – Торпедо, Артур Каюмов – Локомотив и Марат Хуснеддинов – СКА. Защитники Артем Минулин – Металлург, Марсель Ибрагимов – ЦСКА, Шакир Мухаммадулин, Салават Юлаев и тренер вратарей Рашид Давыдов – СКА. Стоит отметить, что с каждым годом в хоккейных командах страны и в других видах спорта появляется все больше татар. Как отмечают в тренерских штабах, татары трудолюбивы, скромны, энергичны, стремятся к мастерству и ведут здоровый образ жизни. Активистка автономии татар Москвы Алиса Мустафина стала победительницей 10-го первенства Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству «Сётакан» возрастной категории от 16 до 20 лет. Поздравляем спортсменку и желаем дальнейших успехов. Иван Ургант утопил КамАЗ, а дуэт Айгел выступил на Первом канале с песней на татарском языке. Представители команды КамАЗ-мастер, чемпион ралли-марафона Дакар-2021 Дмитрий Сотников, заместитель руководителя команды Эдуард Николаев и руководитель команды Владимир Чагин стали гостями шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Сегодня пригласили важного гостя в студию, но в студию он не помещается, сказал о КамАЗе Ургант, предварительно проведя тест-драйв машины. Напомним, 15 января гоночная команда КамАЗ-мастер в 18-й раз стала победителем ралли-рейда Дакар. Ранее еще одним участником шоу «Вечерний Ургант» стал российский электронный хип-хоп-дуэт «Айгел», певица из Набережных Челнов Айгель Гайсина и электронный музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамея исполнили уже ставшую популярной композицию «Паяла. Стекло» из нового альбома, вышедшего в декабре 2020 года. На сегодня это все. Хотите узнать больше или предложить свою новость? Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и будьте в авангарде событий. С вами была ведущая программы Лера Маданова. Сау булығыз!